Родился я 26 июня 1986 года в Кобяйском Улусе, поселок Сангар. Все свое детство я провел там. Каждое лето я проводил в основном на даче у бабушки. А в зимний период времени меня отец отдавал на секции. Я занимался в детстве боксом, увлекался легкой атлетикой, участвовал на соревнованиях, все, которые проходили в поселке Сангар, в Кобяйском Улусе. Выезжал в город Якутск, занимал призовые места, были грамоты, медали, которые я коллекционировал у себя на стенке, и мама до сих пор их хранит дома. Было такое направление модное, появилось, это брейк-данс. Конечно же, все ребята, все юноши захотели заниматься хип-хопом. Я был не исключение, тоже с ребятами занимались. На территории поселка Сангар имеется ПТУ-9, и я так подумал, что обучаясь и получая дополнительную уже профессию, это для меня будет большим плюсом. Там получали сразу 5 профессий. Мастер по лесному хозяйству, тракторист, егерь, автослесарь, водитель. Мы выезжали в лес, занимались промыслом, охотились, подготавливались к зиме, ставили капканы. Но я думаю, каждый мужчина, проживающий на севере, он все-таки в душе охотник. Все эти навыки мне пригодились в жизни. Когда я заканчивал училище, у нас уже шла призывная комиссия. Приехали ребята со спецназа ГРУ, высокие статные мужчины. У меня появилось такое боевое желание именно служить в этой части. Сделали отбор. Из 40 человек нас отобрали всего 6. Мы поехали в город Уссурийск. Это было незабываемые 2 года. Много было интересного, много печального, много трудностей, переживаний. Мне армия дала не только физическую подготовку, но и морально-боевой дух. Многие люди говорят, что ты теряешь 2 года. На самом деле приобретаешь новые знакомства, новую силу, новые знания, которыми ты можешь руководствоваться в дальнейшем будущем, и это тебе будет помогать. Вернувшись из армии, через 3 месяца я уехал жить в город Якутск. Да, было сложно немножко, потому что нету знакомых людей, нету друзей, родственников. Первое время я работал охранником в магазине на протяжении полугода, сутки через сутки. Но, тем не менее, понимая, что ничего не дается сразу же, продолжал работать на этой должности. Накопив немножко денег, я купил себе первый автомобиль и устроился торговым представителем. Параллельно копил деньги на учебу. Буквально через год я поступил в Московский институт государственного администрирования. И в 2014 году я получил диплом по специальности юрист. Я услышал о наборе помощника депутата. Я подал туда документы со своим проектом «Молодая столица». Защитив свой проект, еще будучи тогда работника главы Сосадского округа, это Садовникова Дмитрия Дмитриевича, выслушав меня, он сказал: «Виктор, вперед, дерзай, проект хороший». И я начал с ним работать. После чего я познакомился с Тимофеем Русланом Владимировичем, который был в то время начальником молодежной политики. Ему мой проект тоже понравился. Мы его совместно реализовали, создав в кругах и пригородах города Якутска молодежные советы, которые начали работать объединенно. И на протяжении 2 лет, с 2000 по 2010 год, я работал в молодой гвардии, в управлении молодежи, был активистом. И все свое свободное время, работая торговым представителем, я уже отдавал общественной деятельности. В 2010 году я принял решение переехать в Санкт-Петербург, открыл свой бизнес. Через год переехал в Москву. Через 3 года, накопив богатый опыт в сфере торговли, я получил предложение с города Якутска возглавить компанию. И уже давно появлялось желание вернуться на родину. Переехав обратно в Якутск, от своих знакомых товарищей мне сообщили, что есть такая игра «Мэр». Я подал свою заявку в управление молодежи, и пригласили меня на участие в данной игры. Игра была замечательная, веселая. Я познакомился со многими великолепными людьми. После игры, буквально через 2,5 месяца, для меня было очень неожиданно. Ко мне позвонил руководитель аппарата Михайлов Георгий Николаевич. У нас состоялась встреча, после чего мне сообщили, что я прошел собеседование. Во мне увидели потенциал лидера, который может возглавить управление молодежи. И на протяжении 2 лет я уже старательно со своей командой радую молодежь, и мы реализовываем много проектов на территории города Якутска. К нам обращается много общественных организаций, много ребят молодежи, творческой молодежи, где они хотят репетировать, КВЧ, музыканты, актеры, художники. И у нас не было помещения. Мы пришли с нашей проблемой к главе города Якутска Арсению Сергеевичу Николаеву. Он рассмотрел и принял решение, что да, молодежи города Якутска нужно свое помещение, нужно где собираться. Теперь мы располагаемся на Хабарова 27/1. У нас есть свой отдельный молодежный центр на территории города Якутска. Еще замечательный один проект, о нем уже, мне кажется, весь город Якутск знает. Это открытие общественной организации «Город добра». К нам приезжали инструкторы с Москвы,
помогали нам наладить работу общественной организации «Город добра». И мы сделали ответвление, по каким направлениям мы будем работать. Это социальная сфера, патриотическое воспитание молодежи, это работа с нашими ветеранами, работа с инвалидами и многие другие направления. В управлении молодежи работает очень дружная и коллективная команда. У нас очень большой молодежный актив. В молодежном центре у нас кипит жизнь каждый день. И все это делается во благо города. И хочется обратиться к молодежи города Якутска, что, ребят, вы должны понимать, что глава города Якутска поддерживает нашу молодежь. Двери управления молодежи всегда для вас открыты, и мы готовы вам помогать и творить вместе эти замечательные вещи на территории города Якутска.